В России хотят ввести налог на домашних животных. Законопроект в ближайшее время могут внести в Госдуму страны. Эта новость вызвала разные отзывы. Одни считают, что таким образом владельцы станут более ответственно относиться к своим питомцам, а другие, что это повлечет за собой немало негативных последствий. Как относятся к нововведениям заводчики Якутска, узнавала Саргалана Захарова. Новость о налогах на собак и кошек вызвала большой резонанс среди общественности. В мессенджерах появилась информация о том, что в разной степени с владельцев четвероногих будут взимать выплаты от 3 до 15 тысяч рублей в год. Суммы немалые, для некоторых слоев населения даже неподъемные. Профессиональные заводчики Якутска считают, что такие меры приведут к увеличению численности бродячих собак на улице. Собачки, подобранные бабушками и дедушками с улицы, на ихнюю бедную жалкую пенсию не смогут они содержать этих собачек. Собачки опять же окажутся на улице. Подобранные котятки, щеночки, ребятишками родители не смогут, не захотят платить эти налоги, и они опять же окажутся на улице. Кроме того, как они считают, ударит этот закон именно по заводчикам. Заметим, что проект предполагает отдельные суммы на людей, которые занимаются продажей собак, то есть выводят разведение животных на коммерческий уровень. Однако, как уверяют сами владельцы, чистой прибыли из такого бизнеса не так уж и много. Прежде чем щенок родится, мама должна пройти выставку, заплатили. Пройти дрессировку, то есть получить допуск, заплатили. Значит, все. Находим кобеля, по кровным линиям подобрали, повязали. Кобелю мы платим. Прежде чем получить этих щенков, мы должны маму выкормить беременную. Она кормится у нас хорошо. Витамины туда же входят. А также это содержание щенят, прививки каждому и реклама для продажи. Стоит отметить, что якутские собаководы все же не совсем против налогов. Главное, чтобы механизмы были продуманы до конца. Кто и сколько в итоге будет платить и каким образом будут следить за всеми владельцами. Заметим, что размер сборов еще не определен. Более того, пока речь идет только об обязательной регистрации животных. Чипирование будет на добровольной основе. Это изначально. А то, что вы являетесь хозяином, уже нужно необходимо или в бумажной форме, или в реестре это занести. С 1 января 2018 года эти правила должны действовать, но будет поэтапно. Есть предположение, варианты, значит, систему закончить полностью, довести до 2023 года. В конечном итоге в стране планируют создать единую базу домашних любимцев, в которую войдут их серийные номера, особые приметы, условия содержания и все другое, что касается жизни четвероногих. А о налогах и их размерах, как говорят в ведомстве, беспокоиться пока рано. Саргалана Захарова, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск.